Премудрости какого дела лучше освоить? Возможность сделать столь непростой выбор представилась алданским дошколятам в городе Мастеров, который открылся в детском саду «Снежинка». Спасатели, медработники, служители искусства, золотодобытчики, финансисты и железнодорожники помогли ребятам прикоснуться к своим профессиям. Нам некоторые предоставили прямо настоящее оборудование подотчетное, то есть именно то, которым пользуются сотрудники. Ну, конечно, невозможно погрузиться вот прям полностью в реалии, да, профессии, но максимально мы постарались. Кое-кто нам из сотрудников пришел помогать. Профориентационный квест для воспитанников детских садов района прошел впервые. Он был приурочен к объявленному в Якутии году труда. В игре приняли участие воспитанники 15 дошкольных учреждений. Интересная и увлекательная работа ребят ожидала на каждом пункте. Так, на железнодорожной станции работали сигналисты, монтёры пути и даже строители, которые возвели железнодорожный вокзал. Ребята будут ходить по станциям. Вот каждая станция – это будет одно предприятие. И будет у них небольшая часть теоретическая, и потом погружение в эту профессию. Определенно, подрастающее поколение в спасатели годится. Упражнения, требующие силы и ловкости, детвора выполняет без труда, да и со снаряжением управляется вполне прилично. А инструкторами выступают сотрудники МЧС. Станция спасателей стала одной из 6, работавших в городе Мастеров. Мы продемонстрируем нашему подрастающему поколению пожарную амуницию. Это будут дыхательные аппараты, в том числе спасательные маски, которые используют пожарные для спасения детей в случае чрезвычайных ситуациях. И также у нас дети попробуют себя в роли пожарных. Тем самым они размотают рукав пожарный, подсоединят ствол пожарный и, соответственно, потом, как это делают наши пожарные, после пожаров соберут все и тем самым попробуют себя в роли пожарных. В одном из кабинетов расположился учебный медпункт. К счастью, пострадавших и раненых здесь нет, а вот умение оказывать помощь может оказаться весьма полезным. Знаниями с дошколятами поделились студенты медколледжа. Пока одна группа курсантов училась пеленать младенцев и перевязывать раны, их сверстники постигали детали процесса добычи золота. В каждой группе, в любом детском саду есть множество сюжетно-ролевых игр. Конечно, эти профессии для них не новы. Но вот так, чтобы прийти в другое место и попробовать предметы, вот эти, которыми работают люди, погрузиться, посмотреть на человека, это, конечно, уже немножко другой уровень. Ну и да, возможно, мы кого-то подтолкнем к выбору своей профессии. Наряду со знакомством с той или иной специальностью ребята осваивали и полезные навыки. Например, в банке дети получили представление об основах финансовой грамотности. Каждый гость испытал силы на поприще кассира, счетовода и инкассатора. Дошколята научились отличать подлинные купюры от фальшивых и попробовали работать с настоящей техникой. Банковское дело увлекло мальчишек и девчонок не меньше, чем другие профессии. И у нас эта работа профориентационная ведется со среднего возраста. То есть у нас 3 группы: средняя группа, старшая, подготовительная. И вот уже малышки наши, мы их называем малышки, средняя группа, уже знакомятся с какими-то профессиями. На станции театрального искусства детвору ожидал вовсе не праздник и не веселое представление. Здесь ребята попробовали себя в качестве режиссеров, сценаристов, костюмеров и гримеров. Эта работа, как, впрочем, и другие, оказалась совсем непростой, но очень интересной. И хотя сегодня твердо определяться с выбором профессии дошколятам рано, в городе Мастеров каждый ребенок получил возможность понять, какая из сфер его привлекает в большей степени. По опросам дети хотят стать врачами, воспитателями, учителями, космонавтами. Как-то вот не слышно. У юных театралов детского сада «Мишутка» полным ходом идет репетиция. Детишки готовят представление, которое покажут мамам и бабушкам на 8 марта. Театральный кружок в садике работает на постоянной основе, а многие маленькие артисты уже снискали любовь зрителей в городе и в районе. Я выступала в РДК, и я хочу стать актрисой. В Мишутке профориентационная деятельность ведется в течение всего периода дошкольного образования. Планомерная работа начинается со средней группы. Погружаясь в профессии, детвора с удовольствием пробуют себя во всевозможных образах. Основная деятельность дошкольников – это игра. И весь наш образовательный процесс, он тоже строится на игре. И то есть сюжетно-ролевая игра – это неотъемлемая часть нашего образовательного процесса. И очень важно детей именно с раннего возраста учить профессиям, учить характерным признакам той или иной профессии.
для того, чтобы воспитывать уважение к труду. Кто сказал, что труд домохозяйки легок? Воспитанницы младшей группы совершенно точно знают, что эта работа одна из самых тяжелых. Впрочем, усердие и старательность нужны всюду. Серьезными делами сейчас заняты все мальчишки и девчонки. Дети очень любят. Дети из обычных будней переносятся в мир фантазии, и здесь уже задача взрослых им именно помочь, включиться в эту игру. И если в средней группе дети играют по заданному сценарию, педагог готовит материал и направляет детей в игре, то к подготовительной группе игра становится более сложной, дети сами придумывают сюжет, новые роли, дополняют атрибутами. Старшая группа преображается каждый день. Новые здания маленькие строители возводят споро и ловко. Кроме того, здесь можно посетить парикмахерскую, по пути сделать покупки в магазине и, кроме того, перекусить в столовой. Дети очень любят играть. Салон красоты – это у нас сейчас в тренде. Сейчас ребята полюбили играть в школу, в детский сад мы очень любим играть, в магазин тоже обыгрываем. Сразу видно жизненные ситуации, которые происходят в жизни у детей с родителями. Оформить корреспонденцию, доставить письма адресатам, выдать посылку. У почтальонов работы всегда хватает. Игра в почту у воспитанников старшей группы – одна из самых любимых. Так как сейчас многие дети не знают, что такое почта, вот с чем мы встретились. И детям очень интересно, откуда там получаем письма. Мы прям писали письма, мы скидывали их в почтовый ящик. И интересно получать от кого-то письмо. Вот. Также и посылки тоже очень здорово. Так что востребованная у нас профессия, востребованная игра. Помимо реальных знаний, которые малыши получают в процессе игры, польза профориентационной работы заключается в воспитании уважения и бережного отношения к результатам любого труда. Кроме того, в сюжетно-ролевых играх у детей раскрывается воображение и фантазия, развивается кругозор, дошколята учатся выстраивать всевозможные отношения в обществе. Учатся правильно общаться, налаживать контакт, договариваться друг с другом, что тоже также необходимо. Развивается речь, развивается фантазия, которую не остановить. Иногда стоит немножко предложить какой-то сюжет, и дети сразу начинают обыгрывать, добавлять, что-то изменять. Во время игры дети развивают речь, они учатся формировать элементарные математические представления. Те же игры в банк, в магазин, детей учат считать, развитие речи, не разговаривают, узнают новые слова. И если, начиная с младшего возраста, дети играют в основном социально значимые объекты, почта, больница, магазин, то более старшему возрасту мы можем уже увидеть игру в управляющей компании, риэлторское агентство, турбюро и так далее. Профориентация является важным направлением деятельности образовательных учреждений. В результате планомерной работы к старшему дошкольному возрасту ребята имеют наиболее целостную картину о мире труда и профессий. Кроме того, мальчишки и девчонки стремятся осознать в ней собственное место. Очень много хотят стать врачами, ветеринарами, парикмахерские услуги, есть и банкиры, и полицейские. Конечно, мальчики, они очень любят полицию, стражи порядка. Тонкости и нюансы всевозможных профессий и специальностей дошколята осваивают как под руководством воспитателей, так и вместе с родителями. Педагоги Мишутки реализуют семейные проекты, суть которых заключается в выполнении воспитанниками домашних заданий. На дом дается задание. И дома дети готовят проект. Самые любимые темы – это профессии моих родителей. Если в средней группе это буквально 2-3 предложения, по фотографии ребенок говорит, кем работает мама, папа или бабушка, близкие ребенку люди, то в старшей группе этот проект уже обрастает небольшим рассказом, а в подготовительной группе ребенок рассказывает, кем я хочу стать, почему я выбираю именно это направление, чем оно мне нравится. И обычно данный проект сопровождается альбомами, фотографиями, презентациями, видеороликами. Разнонаправленная профориентационная работа ведется в детском саду «Василек». Задачу по допрофессиональному самоопределению педагоги стремятся выполнить максимально эффективно. Дошколята познают тонкости разных профессий в медиатеке. Кто работает в детском саду? Об этом рассказывает мультипликационный ролик, выполненный детьми и родителями.
С такой просьбой мы обращаемся, конечно, к родителям. Они откликаются, но как бы здесь двойная работа получается. Мы предоставили алгоритм, по которому нужно снимать данные ролики, и родители успешно это выполняют. Знакомство с разными профессиями в медиатеке не ограничивается только просмотром роликов. Детишки становятся активными участниками процесса. Воспитанники средней группы отправляются в путешествие. Из Алдана до Якутска они поедут на поезде, а проводницей будет их воспитательница Ольга Аркадьевна. Наши дети очень любят играть в сюжетно-ролевые игры. И такая замечательная игра, которая как бы знакомит детей с новыми профессиями. У нас родители работают ЖДЯ, и мама, и папа одной из девочек. Мама инженер ЖДЯ, а папа машинист. Как раз они нам подготовили такое замечательное видео, которое позволяет детям как можно больше знакомиться с профессией железнодорожных работников. Работа по созданию медиатеки в Васильке ведется уже несколько лет. Ее фонд постоянно пополняется. В творческом процессе создания видеороликов и презентаций с удовольствием принимают участие и дети, и родители. Это очень красочно, эмоционально окрашенный материал. Детям рассказывается все очень доступно, на понятном им языке. И так получилось, что на сегодняшний момент у нас уже довольно большая копилка как роликов, так и презентаций, так и просто каких-то документов о ознакомлении детей с профессиями. Сегодня в медиатеке Василька собраны материалы о десятках профессий. Например, этот мультфильм рассказывает ребятам о работе врача-рентгенолога. Опыт педагогов садика был высоко оценен на районном уровне. С данной темой мы вышли на районный экспертный совет, где предоставили свою тему, и мы стали инновационной муниципальной площадкой по теме «Медиатека по ознакомлению детей с профессиями». Как многие поняли из этого мультфильма, очень интересная работа у режиссера. Это столь же увлекательно, как и изготавливать ролики о профессиях для медиатеки. И многие мальчишки и девчонки уже сейчас знают, кем хотят стать. Ой, вы знаете, у нас такое разнообразие сейчас, что, допустим, сегодня мы поиграли в машиниста поезда, и все, естественно, хотят уже быть и машинистами, и проводниками, и так далее. На следующий день мы поиграли во врача, в рентгенолога, потому что мы узнали о такой профессии, и уже как бы тоже некоторым захотелось. Кем стать в будущем? Чуть позднее этот вопрос встанет перед каждым из ребят. И чем обширнее и глубже будут их знания о различных сферах и отраслях, тем увереннее они сделают свой выбор.